Дорогие друзья, изучаем архитектуру Минска. Я сейчас нахожусь на проспекте Независимости. За моей спиной всем известный Генеральский дом в народе. На самом деле это два больших дома, 12-секционных. Они объединены, имеют разный адрес, проспект Независимости 93 и 91. Начинались дома эти строить еще в 1939 году. Знаменитые архитекторы строили Валентин Гусев и Марк Лившиц. Они тогда были архитекторами военпроекта. Да? И начинали строить вот левую часть еще в 1939 году, правую часть, правые фланги оба эти здания. И по проекту они в центре должны были соединиться П-образным домом. Но не совсем успели это сделать. Началась Великая Отечественная война, но слава богу, что дома остались целыми, хоть и были повреждены. И в 1945 году началось их восстановление. Валентин Гусев восстанавливал эти дома. В 1947 еще, в принципе, в 1947 уже они стали жилыми, но в 50-х еще частично оформляли декор дома. Посмотрите, насколько богато декорированы. Да? Мы видим в простенках медальоны, арка. Наверху арки венчает замковый камень, да? Декорированный такой. Аркатурный пояс. На первом этаже расположены различные помещения соцкультбыта, да? Центральный фронтон увенчан треугольным ризолитом, декорирован полуколоннами, пилястрами Каринского ордера. Вся эта ордерная архитектура еще конца 40-х, начала 50-х. Что интересно, посмотрите, проездная арка дворовая, да? Потолок без кессонов, здесь нету кессонного потолка, такого, которого мы видели на улице Ленина, но в простенках мы видим пилястры, раскреповка пилястрами на базах с капителями Каринского ордена, да, и в простенках мы видим декорированные арочные ниши. Вот такая красивая архитектура, которую вы можете увидеть в Минске. Дорогие друзья, сегодня изучаем минскую неоклассику, советский неоклассицизм по проспекту Независимости. Такой дом интересный, посмотрите. Входная группа оформлена таким лепным декором, лепной орнамент, да, полуциркульные окна. Не так давно провели реставрацию этих дверей. Этот дом вообще строили с 1950 по 1958 год. Начинали строить в 50-м, там, где бывшая редакция «Вечерний Минск» располагалась. Жилой дом для работников Минского радиозавода имени Молотова. Ну, конечно, в 1958 году, когда дом сдадут к заселению, радиозавод к тому времени уже переименуют в Минске приборостроительный завод имени Ленина. Мы все его знаем, находился за ЦУМом. Но вот эту входную группу не так давно реконструировали, и здесь есть сейчас мемориальная табличка. Мы видим архитектор, кстати, Михаил Барыч знаменитый, и реконструкция входной группы выполнена при инициативе Минкульта по проекту 1956 года архитектора Михаила Барча. И вот посмотрите, вот эти двери восстановили такими, какие они были аутентичные, вот такие ручки красивые, да, из латуни. Вот эти все филенки, посмотрите, кованые детали, да, полукруглые. Это все реконструкция. Так выглядел дом еще 65 лет назад. И вот радует, что вот такая реконструкция сейчас проводится и возвращают домам такую историческую славу. Дорогие друзья, гуляем сегодня в Минске. Я нахожусь возле доходного дома Козиной. Дом был построен еще в 1890 году. Старый адрес – Петербургский переулок и Михайловская улица 6. Вот такие старые адреса были. Дом построен в стиле кирпичной эклектики, либо так называемый модерн, да, либо кирпичный стиль. Здание такое прямоугольное в плане, выделяется своей архитектурой. Посмотрите, здесь главный вход и со стороны главного фасада, и со стороны дворового фасада. Мы видим высокие арочные проемы, да, здесь есть, которые декорированы наличниками, листвами. Смотрите, какие красивые замковые камни с листами аканта, да, очень много вот здесь насыщенных деталей. Балконы с чугунным ограждением, литьем таким, ну, уже, конечно, восстановленные. Что интересно, кстати, раньше вот эти пилястры рустованные, вот эти наличники, они были оштукатурены. Ну, в более позднее время, конечно, штукатурку сняли, они были и побелены, и контрастировали на фоне вот этого красного кирпича белые
вот эти белая штукатурка, она выделялась контрастом. Посмотрите, между третьим и четвертым этажом, четвертый этаж достроен в 1913 году, проходит аркатурный фриз, да, и мы видим в этих маленьких арочках оштукатуренные, они уже покрашены, а раньше еще до покраски там находились фрески. Я если найду фотографии этих фресок, я размещу выше, вы их увидите. Поэтому еще, даже завершение интересно, карниз завершается атиками треугольными с полуциркульным завершением, да, мы видим главный атик и боковые атики, они вот характерны, эти атики, по ним, в принципе, дом узнаваем. Почему еще этот модерн кирпичный, да, называют кирпичный стиль? Потому что строили его из неоштукатуренного лекального кирпича, и одновременно этот кирпич был и конструктивным материалом, и как элементы декора, да, поэтому мы называем архитектуру конца 19-го, начала 20 века как кирпичный стиль, и, конечно, этот дом вот выделяется вот этими гаммой этого фасада, да, красный такой кирпич, даже, можно сказать, охровый такой, да, на фоне всех конструктивных элементов. Очень интересное, красивое здание, которое многие инстаграмят. Погуляйте здесь, посмотрите его историю, потому что действительно это стоит того. Дорогие друзья, я нахожусь в Минске, возле Белорусского государственного музыкального театра. Многие знают как театр Мускомедии. Вот в 1981 году знаменитым скульптором Львом Зибертом была установлена вот эта скульптурная группа, скульптурная композиция из кованой меди, поэзия, музыка, танцы, драма, комедия. То есть такая интересная композиция из 5 муз. Вот. Неподалеку находится еще одна интересная скульптура Льва Зиберта. Это Батлейка. Сейчас мы обойдем, посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня гуляем в Минске по улице Советской. И вот за моей спиной такой красивый трехэтажный дом. Посмотрите, доходный дом Оскара Константиновича Яницкого. Дом, кстати, был построен на рубеже 19-20 века. Старый адрес, улица Захарьевская, 20. И этот дом, конечно, был оборудован в свое время по последнему слову техники. Да? Здесь был водопровод, здесь было освещение электрическое, здесь горячая вода была, туалеты, ну практически все. Жили в этом доме самые известные люди Минска. Например, на первом этаже жил минский вице-губернатор Никонов Каютов. Он жил с семьей из 4 человек и 2 слугами в 7-комнатной квартире. Нотариус Щербаков жил на 2 этаже в 5-комнатной квартире. Также на 2 этаже жила минская дворянка Ядвига Адамовна Костровицкая в 8-комнатной квартире. Рядышком с ней жил генерал Истомин, 5-комнатной квартиры. Вот. А в мезонине наверху жил пекарь Севидзе. Представьте, какие известные люди, как жили. Дом пострадал, кстати, во время Великой Отечественной войны, но его быстро восстановили практически в 1947 году. И на 1 этаже долгое время здесь работал знаменитый магазин «Хлеб». Но уже в 90-х, в 1998 году дом передали Белгосуниверситету. Но удивительно, что дом, которому уже более, можно сказать, 120 лет, сохранился и до сих пор радует глаз. Дорогие друзья, гуляем сегодня по улице Мясникова в Минске. За моей спиной такое красивое двухэтажное здание, покрашенное, видите, в красный цвет, кирпичное, штукатуренное. Здание построено в 1893 году. Представьте, как доходный дом Берки-Завина. В 1911 году здесь открывается Пастеровская станция, а с 1924 года Белорусский Пастеровский институт. С 1952 года здесь уже работает Белорусский НИИ, научно-исследовательский институт микробиологии, гигиены и медицины. В общем, ну, здание где-то в 60-х было штукатурено, оно было кирпичное с оригинальной кладочкой, да, мы видим до сих пор такие арочные оконные проемы. По центру была проездная арка, она была заложена, в начале 2000-х прошла повторная реконструкция, здесь была одноэтажная пристройка, конюшня была снесена, ну, сейчас здание занимает административное учреждение, но это именно еще здание конца 19 века. Дорогие друзья, гуляем сегодня на площади Независимости в Минске. А вот в конце 19-го, начале 20 века примерно на этом месте строится знаменитый доходный дом Ядвиги Адамовны Костровицкой. Ну, в то время в Минской губернии у всех было это имя на слуху. Бизнесвумен, меценатка, общественно-политический деятель. Сама она будет жить неподалеку, в доме Оскара Яницкого.
Этот дом был построен по некоторым данным в 1904 году, по некоторым данным с 1910 по 2014 год, промежуток, по проекту знаменитого архитектора Станислава Гайдукевича. В 1930-х в этом доме открываются всевозможные магазины, в том числе знаменитый ювелирный магазин. Дом очень красивый будет, вверху будет фотография, 5-4-этажный. Главный фасад будет выходить к левому крылу Дома правительства. Дом уцелеет, сохранится после войны, но, к сожалению, не сохранится после середины 60-х. Я нахожусь в Минске, в Свято-Елисаветевском монастыре, возле такого красивого храма. Храм строился с 2012 года, был освящен в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Построен он в стиле такого русского деревянного зодчества 17 века. Посмотрите, шатровый, одношатровый 13-купольный храм высотой 36 метров. Является одним из самых высоких деревянных храмов в Европе. Представьте, такая красота, да, все эти элементы архитектуры деревянного зодчества, вот мы видим бочки все эти. Он был построен из такого мощного бруса-кругляка белорусскими мастерами. Кстати, нижние венцы — это дубовый брус, практически не гниет. Здесь хороший цокольный фундамент гранитный, а остальные венцы сосновые. Сосна тоже не подвержена гниению, то есть этот храм простоит не 100 лет. Поэтому вот такая красота, такая красивая архитектура. Изучайте архитектуру храмов наших, приезжайте сюда за духовностью, за молитвой, за миротворением. Дорогие друзья, сегодня снова гуляем по историческому центру Минска. Я нахожусь в таком перекрестке массовый, да, сейчас угол улицы Революционной, Комсомольской. На этом месте в начале 19 века была старая деревянная постройка, да? Угол Фелициановской. С 1866 года Фелициановская станет Благодельная, и Койдановская, она будет именоваться также. И вот в начале 19 века здесь были деревянные постройки. А этот плац принадлежал минскому мещанину Иосифу Сролевичу Вечеревину, да? Потом, что происходит? Здесь происходит большой городской пожар. В 1881 году все строения сгорают. И Иосиф Вечеревин, он в 1899 году продает эти дома минскому мещанину Давиду Файбишевичу Генделю. Да? Примерно в конце 19 века, ну, конечно, он отстраивает частично каменные дома, они будут двухэтажные, но в конце 19 века, это примерно 1885 год, я вверху покажу вам проектный план, да, который будет Минскую городскую управу Давида Файбишевича Генделя на перестройку этих зданий. И вот я захожу в этот красный дворик знаменитый, да, все его инстаграмят, вот. И что происходит здесь? Вот эти ряд зданий, они объединяются в одно, ну да, 3 здания разновеликих, и происходит надстройка 3-м этажом. То есть примерно вот на рубеже конца 19-го, начала 20 века эти здания надстраиваются 3-м этажом. Посмотрите, сохранились от балконов вот эти металлические рельсы, да, ну, балконы пришли в ветхое состояние, поэтому их пришлось убрать. И третья история. В 1909 году минские мещанины Рубинштейны выкупают эти дома и плац у Давида Файбишевича Генделя, и будут уже, это их будет как бы владение, их будет территория, и на 1-м этаже они открывают галантерейные магазины, лавки торговые, здесь будут торговать всевозможным товаром. Здесь, кстати, будет и молочная лавка, и, что интересно, здесь будет частное издательство, да? Поэтому, остальные этажи, 2-й, 3-й этаж будут жилыми, да? Но считается, что вот эти все дома, они принадлежали изначально Вечеревину, поэтому мы будем называть их доходными домами Вечеревина. Вот такие интересные истории сохранились в Минске. Друзья, город Минск, улица Пономаренко. Продолжаем изучать историческую застройку. Улица Пономаренко, 16, дом такой двухэтажный, 8-квартирный. Строили его с 1953 по 1955 год, как 8-квартирный жилой дом работников Минского кирпичного завода номер 2. Проектная серия 1-204-112, разработана в Гипроавиапроме, архитектор КНИП. Ну, интересный домик, интересная здесь застройка, атмосферная.
Дорогие друзья, продолжаем изучать старые адреса Минска. Вот в начале 20 века по Торговой 18 на этом месте находился дом Левенширина, нынешняя улица Зыбецкая. И вот в этом доме в годы реакции в 1907-1910 годах размещалась нелегальная библиотека РСДРП. Библиотека содержала практически все большевистские газеты, брошюры, книги, которые издавались ЦК РСДРП и другими партийными организациями с 1903 года. К сожалению, исторический дом тот не сохранился. Вот эта вся застройка, конечно же, не историческая, но будем помнить исторические места, старые адреса Минска. Давайте сегодня пройдемся по историческому центру Минска, по одной из старейших улиц. Это Музыкальный переулок. Трасировка улицы известна уже с 16 века. В начале 18 века переулок будет называться Бернардинский. Вел, соответственно, к Бернардинским монастырям. А в конце 18 века получено название Семинарский. Потом он будет называться Петропавловским, потому что уже на Соборной площади будет Петропавловская церковь находиться. Ну и с 1880-х годов переулок получил название Музыканский, а потом привычное нам Музыкальный. До конца 18 века застройка здесь будет преимущественно деревянная. И ни одно здание практически не уцелело. Первое каменное здание строится вот на этом месте. Это будет офис врача Лианшона. Ну, в принципе, оно тоже не сохранилось и нет точных чертежей, как оно выглядело. А вот уже противоположная сторона улицы будет осваиваться минским дворянином Теодором Ключинским. Он будет принадлежать к Минскому тайному обществу вольных каменщиков и построит вот этот известный дом по Музыкальному переулку 5. Дом масонов. Вот такие интересные улицы Минска. Будем знать. В конце 19 века по улице Торговой на этом месте находилась обувная фабрика «Русь» господина Зыбицкера. Начиналась она с небольшой сапожной мастерской, основанной в 1875 году. В 1913 году владелец выкупает из-за границы ряд машин для механического производства обуви. Через год здесь трудится 50 человек, и годовой объем продукции будет на 50 тысяч рублей. Давайте сегодня поговорим об истории очень интересного дома по Герцена 12. Ну, в Минске многие его знают. Здесь находится клиника Ева. Изначально, в начале 19 века, на месте этого дома был одноэтажный деревянный дом с официной и хозпостройками. И принадлежал он минским мещанам Марголиным. Конечно, часть имущества их сгорает, часть переходит в 1889 году минскому купцу Евсею Мецеру. И на его месте он стоит одноэтажный каменный дом, предположительно где-то в 1890 году. Позже сбоку улицы Торговой, тогда она так называлась, Зыбецкая, он пристраивает второй объем плюс мезонин, назывался дом с мезонином. Еще один старый адрес Минска находился здесь. В конце 19 века по бывшей Космодемьяновской улице работает обувная фабрика Берленда. Начиналась она в 1895 году с небольшой сапожной мастерской. В 1913 году, правда, фабрику выкупит минский купец Слепян, ее переоборудует, здесь будет электродвигатель, и на предприятии работает 63 человека, то есть большое предприятие, годовой объем продажи обуви на 58 тысяч рублей. Сейчас в районе этой фабрики пустырь и путепровод через проспект Победителей, но будем помнить старые адреса Минска. Посмотрите на этот дом по Интернациональной 21 в Минске с такими мощными тремя контрфорсами. Это дом Фогеля или дом Манюшки. Впервые он был обозначен уже на картах Минска 1797 года. Известно, что в конце 18 века принадлежал помещикам Ратынским. В 1810 году они продают его городскому главе Николаю Гайдукевичу, который перестраивает его и в 1819 году надстраивает вот этот третий этаж. А композитор Манюшка здесь будет жить в 1830-х годах по его. В самом конце 18 века, в 1790 году, на перекрестке у Борисовского тракта и дороги, ведущая на фольварок Долгий Брод, рядом с деревней Комаровкой и знаменитым тамошним Комаровским болотом, построят новое католическое кладбище.
Через 6 лет на кладбище построят первую деревянную часовенку, освященную в честь всех святых. В 1842 году эта часовня станет парафиальным костелом. Но костел будет тоже деревянный, после сгоревшего фарного костела на Троицкой горе. Кладбище расширяется, здесь будут хоронить больных, погибших в основном от эпидемии в губернском Минске. В Минске было в то время много эпидемий холеры, 1848 год, например, эпидемия, 1853 год. И возникла необходимость строить здесь новый полноценный каменный костел. И в 1863 году академик Петербургской академии художеств Михаил Сивицкий строит вот этот костел Троицкий, либо костел Святого Роха. В 1885 году по адресу Нижнеляховская, 24 в Минске открывается кожевенный завод Имрода. В 1891 году на предприятии работает 26 рабочих. Правда, первоначально завод будет располагаться в старом деревянном двухэтажном здании. На первом этаже будет стоять паровой котел и специальные чаны для вымачивания и дубления кож. Причем кожу дубили по особой технологии, секрет которой знали только владельцы завода. На втором этаже будет сушильня и выделка кож. Причем выделывали кожу в 2 раза быстрее, чем на других предприятиях. Этим обуславливали стабильный доход завода. При заводе будет заготовочный и обувной отдел. Сырые кожи поступали из различных губерний, из Витебской, Калужской, Пермской, практически из всей Российской империи. Правда, в 1904 году на предприятии случится кризис. Связан он с большим поступлением кож в Америку, будет большой дефицит продукции, практически годовой оборот продукции на заводе снизится на треть. Но уже в 1913 году здесь будет трудиться 63 рабочих, в 2 раза больше, и будет в год выпущена продукция на 216 тысяч рублей. Теперь на месте дореволюционных зданий стоит вот это здание красивое, кирпичное, по адресу Октябрьская, 16 в Минске. Это главный завод станкостроительный имени Октябрьской революции. Все знают его как МЗОР. Посещайте старые адреса Минска. Очень всего много интересного. В Минске, в границах улиц Чеботарева и Олега Кашова, есть такой интересный трехэтажный двухсекционный Г-образный дом. Это его внутренний дворик. Посмотрите, под крышей проходит многопрофильный карнизный пояс с дентикулами, украшенными растительным орнаментом. Но видны следы перестройки, заложенные оконные проемы, но в целом сохранилась даже аутентичная покраска. Этот дом строили как жилой дом работников Минского тракторного завода с 1901 по 1953 год. Индивидуальный проект, и изначально на первом этаже находилась артель «Тракторист» и комбинат бытового обслуживания при артели «Тракторист». Вот такое интересное здание сохранилось.